Госдума приняла закон, и теперь днем окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. Но для чего все это? Инициатором закона стал герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, который сейчас возглавляет Комитет Госдумы по обороне. Авторы законопроекта отмечают, что праздником Победы над Японией указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено именно 3 сентября. Кроме того, около 1 800 000 человек награждены медалью за победу над Японией. На лицевой стороне медали профиль Сталина, на оборотной дата 3 сентября 1945 год. И в Китае, где состоялся парад победы Красной Армии над милитаристской Японией, День Победы тоже 3 сентября. Откуда же взялась дата 2 сентября? В этот день состоялось подписание акта о капитуляции Японии. Церемония проходила на борту американского линкора «Миссури». Советский представитель, кадровый сотрудник ГРУ, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, поставил свою подпись четвертым, вслед за американским, китайским и английским представителями. А 3 сентября 1945 года советские газеты опубликовали обращение Иосифа Сталина к народу. Там говорилось об окончании войны с Японией. В указе Президиума Верховного Совета СССР этот день объявляется днем всенародного торжества, праздником Победы над Японией и нерабочим днем. Действительно, года два эта дата отмечалась на Дальнем Востоке как праздник. Говорит обозреватель Родины, доктор философских наук Семен Экштут. Там и по сей пору для людей важна дата именно 3 сентября. Сохранились плакаты того времени. Праздник Победы над Японией 3 сентября. И 3 сентября 1945-1947 годах. Всенародный праздник Победы над империалистической Японией. Затем дата 3 сентября стала забываться, и в России окончание Второй мировой войны тоже отмечали 2 числа. Почему принципиально было вернуться к 3 сентябрю? Это сделано, чтобы напомнить о сути вопроса. И очевидно, чтобы показать, во-первых, ключевую роль СССР в победе над миллионной квантунской армией, считает Семен Экштут. Во-вторых, продемонстрировать независимость великой державы России от Запада, который привык чваниться своими мнимыми превосходством над нами. В-третьих, дипломатично указать ему, что у нас свой путь и своя историческая судьба. Ведь День Победы мы отмечаем 9 мая, а в Европе 8. Экштут отмечает, что просто восстановлена историческая справедливость. И это закрепить как дату окончания Второй мировой войны и победы Советского Союза над Японией.